Добрый день, дорогие друзья! Это рубрика «Встречаемся в Смарт». И сегодня мы поговорим с молодым исполнителем, который пишет свою музыку и прививает вкус молодому поколению. Ни для кого не секрет, что мода меняется, появляется множество новых жанров, разновидностей не только в литературе, но и в музыке. Всем известно, что наша республика имеет колоссальные успехи в игровой индустрии, в кинематографе, в искусстве, но и развитие музыкальной сферы тоже не отстает. Сегодня у нас в гостях молодой исполнитель современной музыки Дмитрий Яманара. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем же ты занимаешься? Так, если вкратце, я музыкант, продюсер, саунд-дизайнер. То есть категорий очень много. Вот. Помимо написания песен, мы с моей командой делаем заказы для рекламы, озвучиваем, делаем на заказ саундтреки. Как ты к этому пришел? Это долгое время просто. Просто очень много времени тратишь на это все, и в итоге что-то выходит. Очень хорошо, понятно. А расскажи вот поподробнее о своем последнем треке. Последний трек, я начал свой проект, Яманара, и ориентируюсь я ближе к R&B эстетике, но с уходом в психоделическую музыку. Это, допустим, примеры взять какой-нибудь психоделический рок из 60-х, допустим, какой-нибудь Джимми Хендрикс, все вот эти психоделические эффекты, иллюзии звуковые. И я решил смешать вот этот старый, интересный и почти что забытый жанр с новым течением, с солом, R&B, и попробовать что-то интересное. То есть твой последний трек это вот более связан с таким вот жанром психоделической музыки. Понятно. А с кем ты сотрудничаешь? Так, вкратце, я из команды «Уран». Мы все вместе работаем и сотрудничаем с разными людьми. Что из последнего, допустим, мы выполнили заказ для Эрих Крауза. То есть нам заказали сделать рекламу, озвучить ее, саундтрек написать. Мы это сделали. И буквально месяц назад мы посотрудничали с Hitsprot, с группой Hitsprot, и сделали саундтреки для фильма «Агент Мамба», который у них выходит на этой неделе, кажется. Вот что для тебя важнее, делать музыку, которая нравится самому, либо музыку, которая понравится всем? Тут надо, скорее всего, иметь какую-то некую золотую грань, чтобы быть понятым и не быть преданным самим собой. Имеется в виду в плане предпочтений, вкусов и взглядов на музыку. И иметь некую вот эту вот середину между своими предпочтениями и предпочтениями людей, которые могут слушать твою музыку. Что-то среднее. Интересно. Это сложно, наверное, поддерживать в середине. Это сложно, да, потому что ты зачастую всегда уходишь в эксперименты, и ты, сам того не понимая, делаешь очень сложную музыку. И от того нужно иметь в голове понимание, что нужно отсеивать до такого момента, когда обыватель, слушатель начнет это понимать так же, как и ты. Очень интересно. А вот откуда ты берешь столько идей для таких новых своих проектов? Чем ты вдохновляешься? Наверное, самое простое — это прослушивание музыки. Постоянное прослушивание музыки, причем много разной музыки. Это тоже очень сильно влияет. Ты не стопоришься на одном месте, у тебя постоянно какие-то свежие идеи,
ты заимствуешь, вдохновляешься. Очень хорошо. Так, давай мы сейчас с тобой проведем такой небольшой интерактив и попробуем продемонстрировать нашим зрителям, как же пишутся такие треки. И попробуем записать, может быть, сэмпл прямо сейчас. Да, давайте. Давайте. Итак, как же пишется и аранжируется музыка, и на какую аудиторию ты рассчитываешь? Как она пишется сначала? Делается это все внутри коробки, в специальной программе для создания музыки, в принципе. Вот. Я работаю в такой программе, как Ableton Live. Вот. Очень удобная. Ну и... Это программа, да? Да, это программа софт. Вот. И используем мы сейчас здесь компьютер, вот, на котором как раз таки эта программа, и дополнительный контроллер, чтобы иметь взаимосвязь с этой программой. Так. Вот. Некий джойстик, можно сказать. Панель управления. Вот. И отдельно мы имеем гитару, с помощью которой мы что-нибудь сегодня напишем. Отлично. Где можно услышать твою музыку? Ее можно услышать абсолютно везде, на любой цифровой площадке. Spotify, Apple Music, VK Boom и прочее подобное. Вот. Ссылки будут в описании. Хорошо. Ну что ж, давай мы с тобой попробуем что-нибудь сделать. Давай начнем с барабанов, чтобы задать нам темп и ритм. Вот, я сейчас закину сэмплы. Сэмплы — это, то есть, небольшие фрагменты звуков, то есть, из чего, в принципе, состоит, да, любой трек. Это то есть главным у нас является это ритм, первое. Главное, не главное, ну, это скорее всего от человека зависит, но это одна из составляющих, и мне просто удобнее сейчас начать именно с ритма. Хорошо, давай начнем. Сейчас я на этом контроллере прописываю определенные последовательности, в которых звук играет. То есть я могу нарисовать определенный мне ритмический рисунок, и он его будет повторять. Вот. Дальше идем. Возьмем какой-нибудь еще звук. И просто налаживаем дальше звуки. И в итоге у нас что-то получится. Здорово. Мне уже нравится. Вот. Примерно так у нас получился некий ритмический рисунок наших барабанов. Круто. Вот. И пойдем дальше. Запишем гитару. Опустим это на октаву вниз, и у нас будет бас-гитара. И пропишем дальше что-нибудь поверх этого. Вот, с этим можно уже играться, можно аранжировать и, допустим, что-нибудь отключать, либо наоборот включать определенных последовательностей. По-моему, получилось очень даже неплохо. Да, нравится.
Дима, спасибо большое за то, что ты нам это продемонстрировал. Как оказалось, это очень непростое, Да, очень непростое. да, искусство. Что ж, спасибо большое за то, что уделил нам свое время. И вам спасибо большое, дорогие зрители, что посмотрели это видео. Всего вам доброго. До свидания.